Уйгуры Монгольской империи. Юань-Ши. Хроники династии Юань. Том 126. Жизнеописание 13. Уйгур Лянь Сисянь, канцлер, создатель Монгольской империи Юань, мозг и совесть династии Хубилая. Часть 1. Когда Мункэ-хан скончался и пришла весть о его кончине, Сисянь сказал Хубилаю: «Вы, ваше высочество, прямой внук Чингисхана Тайцзо, единокровный младший брат покойного императора Мункэ-хана. В походе на Юньнань вы в установленный срок усмирили его, а ныне в южном походе первыми переправились через реку. Небесный путь благоволения очевиден. К тому же, высочество собирает и призывает талантливых и выдающихся людей, ваши дела соответствуют чаяниям народа. Чедолюбиво печетесь о простом народе, вся земля обращает к вам свои сердца. Теперь, когда покойный император покинул все народы, священный символ власти Шэньцзи остался без хозяина. Прошу вас быстро вернуться в столицу, занять Великий престол, дабы успокоить Поднебесную». Хубилай согласился и приказал Сисяню ехать первым, чтобы изучить обстановку. Сисянь ответил: «Лю Тайпин и Хол-Ухай находятся в Гуанью, а Хундухай – в Люпане. Армии, покоряющие юг, рассеяны по Шэньси и Сычуаню. Тайпин пытается заключить союз с этими генералами. Он коварен и хитер, и боится выдающейся доблести вашего высочества. Если он, опираясь на стратегические преимущества Гуанчжуна, замышляет коварный замысел, ситуация станет неконтролируемой. Следует послать Чжа Лянби для выяснения настроений людей и обстоятельств». Хубилай последовал его совету. Арик Буга, младший брат Хубилая, учинил смуту на севере, послал генерала Тохуса вести войска в Хэше, где они действовали жестоко.